В прямом эфире ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь. День военно-морского флота России. Ура! 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 Кто и как уже начал отмечать праздник в Татарстане, Лина Зинатуллина. Убирали на берегу и под водой. Весь основной мусор, он на глубине порядка 8 метров. Соответственно, просто физически невозможно его весь вытащить. Сколько мусора собрали на Изумрудном озере, узнавала Алина Мусина. Китаянки и пещерные женщины на велосипедах. В этом году я вернулась к истокам. В очередном велодевичнике Альбина Слагараева. Каждый камушек священный. Самый любимый материал – это у нас вот Каспийская галька. В Раифском монастыре создается икона грузинской Божьей Матери. Создавать икону помогала Альбина Минибаева. День рождения из Средневековья. Седьмой день своего рождения комплекс «Ленивый торжок» отметил средневековыми боями. Что еще он приготовил гостям? Об этом Рамиль Шайдулин. Памятные митинги, торжественные встречи, гуляния, встречи ветеранов. Каждое последнее воскресенье июля в российском календаре – их день. День военно-морского флота в Татарстане. Его уже начали отмечать сегодня. К вечному огню пришли матросы в Нижнекамске. В Казани концерт военной песни. Что вспоминают те, кто стоял на страже морских рубежей нашей страны? И хотят ли нынешние дети служить во флоте? Узнавала Лина Зинатуллина. С Днем военно-морского флота! Ура! Праздничной традиции троекратному «Ура» учит молодежь лидер татарстанских морпехов. Для Марата Абдрафикова это один из главных праздников. Сам он прошел 2 океана и экватор в 84-м в боевом походе на берега Эфиопии. Говорит, море не забывается. Штиль, идеальная погода. И тут же через несколько дней шторм, когда в Твиндеке рвутся цепи, прыгают танки плавающие, рвутся, цепи БТР. Молодые и самые маленькие тоже на празднике. Этому год от года радуется ветеран Великой Отечественной Руф Зиннуров. Заслуженный строитель России в мирной жизни в войну с Балтийским флотом прошел от Нарвы до Кенигсберга. В море привела судьбоносная случайность. Попался в госпиталь малышом. В госпитале познакомился с морскими пехотинцами и вообще флотом. И вот мне сказали, что тебя уже все равно заберут в армию. Поедем с вами, будешь юнгой начать войну. Рисование, морской бой и запуск воздушных змеев. Многие казанцы не смогли пройти мимо, а у семьи Хандиных даже головной убор под стать. У меня родители ездили на Байкал в прошлом году. Как-то так получилось. Цветами и минутой молчания еще накануне в Нижнекамске почтили погибших моряков российского флота за 322 года его существования. А сегодняшние моряки рассказали детям о своей службе. Кто служил на флоте, тот закаляется на года. Такие люди никогда не останавливаются перед проблемами. И я призываю всех ребят, мужиков, парней, девчонок даже, идти служить на флот. Морякам тяжело, но мне кажется, это будет увлекательно быть моряком. То, что ты можешь покорять на корабле, на подводной лодке. Это очень интересно. Я бы тоже хотела в нем служить, потому что девочки тоже очень полезные. Хочешь служить в морфлоте? Да, конечно. Ведь морфлот – это часть огромной машины, защищающей нашу великую родину. День военно-морского флота России традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. Поэтому завтра казанцев ждут в половине 11 утра в Парке Победы на праздничный митинг и концерт. Одной из главных площадок праздника станет и Зеленодольск, город Корабелов, где готовят большую программу на городском пляже и озере с утра до вечернего салюта. Лина Зинатуллина, Данил Филатов, Наталья Лушникова, Марсель Джураев, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Подвигу всегда есть место и на море, и на реке. Герой нашего времени. Такую премию сегодня получил капитан теплохода «Арабелла» Роман Лизалин. Именно его экипаж 7 лет назад пришел на помощь тонущей Булгарии. 77 спасенных жизней. О воинской чести, памяти и благодарности Салават Мухаммадуллин. Лизалин Роман Евгеньевич. Герой нашего времени. Не Печорин, хоть внешне немного похож. Выслушал поздравления, принял знак отличия и сразу в руки микрофон. Спасибо большое за такую оценку моей работы. Но все-таки это наша работа. Это работа. Я, как если честно, не считаю себя там героем каким-то.
Скромность героям к лицу, и это не громкие слова. Именно он, капитан теплохода «Арабелла» Роман Лизалин, организовал спасение пассажиров с тонущей Болгарии в 2011-м. Благодаря его экипажу в живых остались 77 человек. Так их встречали на причале Казанского речпорта 7 лет назад. Все, пошел следующий. Пошел. Сопровождай до конца. Давай, сопровождай. Мы себя к этому готовили. Мы где-то в глубине там проигрывали иногда где-то в мыслях такие ситуации чрезвычайные. Как бы мы себя повели. Здесь уже было все на автоматизме. И автоматизм не подвел. За спасение Роман Лизалин награжден медалью за содружество во имя спасения, орденом мужества и вот теперь официально герой нашего времени. Хотя каждый раз капитан отмечает именно свой экипаж. Я хочу отметить вообще свой экипаж, который тогда был рядом, мы были все плечо к плечу, потому что капитан без экипажа, он один не в состоянии что-то сделать. Сейчас Роман пример для молодежи. Сегодня он вручил сертификат на право представлять республику в параде памяти. Его получили курсанты Казанской кадетской школы. Салават Ахмадуллин, Амир Залишев, ТНВ, Казань. 63 человека погибли на водоемах республики с начала купального сезона. В основном люди гибнут в необорудованных и безлюдных местах. Об этом сегодня сказал на совещании в Доме правительства министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рафис Хабибуллин. Только за эту неделю утонуло 8 татарстанцев. Рустам Минниханов еще раз в жесткой форме потребовал от глав городов и районов тесно сотрудничать с МЧС и усилить профилактическую работу. Мы говорим про демографию, там еще какие-то вопросы. Значит, молодые, здоровые люди, значит, гибнут. 63 уже. И с вашей стороны реакция такая, даже отчет не может написать, не только работу организовать. Будем эту работу дальше продолжать, я очень прошу. Значит, это наша работа. Убирают на суше и под водой. Русское географическое общество, аквалангисты и волонтеры Татарстана сегодня вышли на масштабную чистку карьера поселка Юдино в Казани. Более сотни человек привели в порядок береговую линию и дно водоема Изумрудное. И все в форме квеста и игры. Сколько мешков мусора можно собрать на скорость, замеряла Алина Мусина. Одно из самых живописных мест Татарстана. Более 200 человек ежедневно посещают карьер Юдино. Но вот убрать за собой, видимо, забывают или нет желания. Они собрались здесь именно для этого. Русское географическое общество будет чисто, и молодая гвардия. Адель Ахмедшин один из них. Ему 12 лет. Он уже знает, природу важно держать в чистоте. Я думаю, что нужно так убираться, потому что природу надо защищать. Если этого всего не было бы, то нас бы здесь, наверное, не было бы. Убираются на суше и даже под водой. Аквалангисты тоже присоединились к эко-акции. За несколько погружений успели собрать целый мешок пластиковых и стеклянных бутылок. Это на самом деле только часть. Весь основной мусор, он на глубине порядка 8 метров. Соответственно, просто физически невозможно его весь вытащить. И вот хотя бы такими маленькими порциями мы его вытаскиваем на берег. Весело, быстро и под музыку. Чтобы убраться было интереснее, конкурс на скорость. Ребята разделились на команды и собирали мусор на время. Такие своеобразные субботники проводятся ежегодно. На озере Изумрудное в этом году уже второй раз, но мы понимаем, что это место максимально интересно жителям, и они приходят отдыхать. Уже менее чем за час вот таких вот мусорных мешков здесь насчитали больше десятка. Такие же субботники уже в ближайшее время пройдут на водоемах Нижнекамска, Альметьевска и Казани. Алина Мусина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Из Санкт-Петербурга в Астрахань на солнечных батареях. Необычное судно сегодня пришвартовалось к Кремлевской набережной в Казани. Первый в России экологичный катамаран на электродвигателях и солнечных батареях отечественной разработки уже прошел 3000 километров в рамках 90-дневной экспедиции. На берегу экипаж участвовал в научном фестивале для детей. Судно – результат 4-летней работы инженеров, экологов вместе со школьниками и студентами. На широкой крыше умещается 57 квадратных метров солнечных батарей. Мы свой катамаран планировали не только для солнечной погоды, но мы учитывали, что на некоторых регионах мы будем попадать в пасмурную, в дождливую погоду. И в пасмурную погоду мы вырабатываем порядка 25-30 киловатт-часов энергии. Это вполне большая энергия, которая хватит, наверное, однокомнатной квартире на месяц. Рациональное использование ресурсов сделали трендом. 2018 год в Транснефти объявлен годом энергосбережения. Какие мероприятия по ресурсосбережению проводятся в компании, об этом далее.
В реализации ресурсосберегающей деятельности на производственных объектах АО «Транснефть» Прикамье используются современные энергоэффективные технологии и оборудование. Одним из таких высокотехнологических объектов стала новая продуктоперекачивающая станция «Ковали-1», введенная в эксплуатацию в конце 2017 года. Высокая эффективность работы, высокая автоматизация всех технологических процессов, заложенная на стадии проектирования, позволила обеспечить на станции малолюдное производство. При производстве самого строительства полностью было заложено использование новейшего высокоэффективного оборудования. Сердце продукта перекачивающей станции – магистральная насосная. Она оснащена насосными агрегатами, производство которых организовано в Челябинске в рамках программы импортозамещения. Установка здесь современного оборудования также входит в план мероприятий по энергосбережению. На ППС «Ковали-1» применено энергоэффективное оборудование отечественных производителей. Вот эти вот магистральные электродвигатели с повышенным коэффициентом полезного действия, частотно регулируемый электропривод, который оптимизирует работу электрических сетей. В 2018 году по итогам реализации всех мероприятий экономия топливно-энергетических ресурсов АО «Транснефть» Прикамье превысит 22 миллиона рублей. 3% площадей зерновых убрали аграрии. Намолочено 142 тысячи тонн хлеба. Об этом сегодня доложил в кабинете министров глава Минсельхоза. В лидерах жатвы Заинск, Нурлат, Сарманово. Средняя урожайность 32 центнера с гектара. Всего аграриям предстоит убрать 1,5 миллиона гектар зерновых и бобовых культур. 1 миллион гектар. Они еще серьезнее пострадают от такой погоды, что имеем сегодня местами. И самый середина дня до 35 градусов доходит температура. Уборочные работы нам придется провести с имеющимися 3,5 тысячи комбайнами. Чуть меньше недели остается до Спасской ярмарки Елабуга в ожидании тысячи гостей. Ежегодно сюда съезжаются умельцы со всех уголков страны и даже мира. Всем хочется поразить и удивить. Как и чем на этот раз с мастерами встретилась Анна Городнова. Вот она. Вот Петраушка. Лоскутки ткани, горох для звука и немного дерева. Минимум затрат. И кукла-погремушка готова. Назвала ее Лидия Ломакина «Петраушка». Вдохновил национальный праздник Ряшин. В коллекции мастера десятки забавных творений и все из природных материалов. Поскольку здесь у нас Спасская ярмарка, и на фоне этой Спасской ярмарки фестиваль колокольного звона, вот у меня с удовольствием берут вот таких ангелочков. Обычно звонари берут на подарки. Вот я тоже приготовила вот такие с колокольчиками. Мотивы чемпионата мира по футболу заиграют на Спасской ярмарке. Вот такие мячи из лоскутков можно будет приобрести как сувениры. Лидия – участница всех 11 ярмарок в Елабуге и знает, чем брать любопытного покупателя. Подушку. Одну разбомбила, вторую бомблю. В руках этого мастера самые обыкновенные носки и чулки превращаются в куклы. Любовь Поспелова наносит акриловую краску, и образ готов. Изделия всегда эксклюзивные, как признается участница ярмарки. Какими получатся они в итоге, для нее самой всегда сюрприз. Я даже не знаю, что у меня получится, потому что не могу знать, да. Потому что в ходе работы меняется мимика, меняется все. Любовь к куклам с самого детства. Любовь росла в детском доме, и возможности наиграться не было. Зато готова подарить коллекцию на вековой юбилей первому детсаду, в котором была воспитателем. Это «Золотой закат» называется. На магнитах, буклетах, тарелках и коллекционных наборах открыток неожиданные виды провинциального городка. С высоты во время вертолетных съемок и панорамные кадры. Все снимки фотографа Тагира Махмутова авторские. На ярмарке их представит его дочь. Ориентируемся на иностранцев в том числе, поэтому сделали открытки вот последние 3-4 года примерно. Делаем еще с английским языком. Очень много туристов из Германии, так как особо экономическая зона все-таки. Так, из Турции много. Спасская ярмарка откроется 3 августа по традиции на территории Шишкинских прудов, стадиона Молодежной и центральных улиц в исторической части города. В этом году здесь пройдет и Всероссийский фестиваль колокольного звона. Анна Городнова, Лера Даутова, Айрат Шейгалямов, ТНВ, Елабуга. Прославил республику. Европа, Азия, Африка, Америка, теперь и Татарстан. Язык общения понятен всем. Морзянка. Во время чемпионата мира по футболу радиолюбители всего мира устроили конкурс на наибольшее количество удачных выходов в эфир. Нижнекамец Ильяс Бекбаев с командой единомышленников установил 1777 сеансов. Самые активные получили дипломы с изображением нашей страны и чемпионата мира. В копилке татарстанца диплом первой степени.
Решили активно работать, прославить нашу республику, Казань, так как у нас тоже футбольные матчи проходили, и работали под позывным «Радиоцентр 18 Казань». При полном параде на велосипедах только девушки и только не в спортивных костюмах. Строгий дресс-код – главное условие женского марафона сегодня в Казани прошел велодевичник. За маршрутом следила и Альбина Салгараева. Женщина, я вернулась к истокам, к язычеству. В прошлом году Анна Власова поклонялась солнцу и была индейцем. Сегодня не менее яркий образ. Во-первых, я распустила шубу, которая шла активно на выкид. Так как полнолуние и надо избавляться от всего ненужного, я решила ее переиграть. Наряды – главные условия для велодевичника. Юбки, платья, сарафаны, гольфы или чулочки, банты или ленточки. Транспорт тоже в стразах. На самом деле это все буквально вот до часу ночи вчера все это делала. К сожалению, у меня никак не получается выбрать более-менее женственный. Но вот в этом году я решила быть китаянкой, желтым лотосом и прилететь на своем ручном драконе. Здесь участницы знакомятся, общаются, а для кого-то это еще и способ привлечь внимание мужчин. Несмотря на то, что это велодевичник, мужчины рядом, они будут сопровождать девушек по городу, вдруг им понадобится помощь. Борьба с банальностью и объединение девушек на велосипеде, пропаганда активного и позитивного образа жизни. Вот что такое женский веломарафон. Хотелось бы, да, чтобы велоспорт развивался, чтобы было много велодорожек, чтобы меньше было происшествий в связи с тем, что велодорожек мало. Ну, чтобы все радовались и катались на велосипедах, это здорово и полезно. Туфельки застегнуть, макияж поправить и последнее приготовление в путь. Маршрут велодевичника пролегает по центру города и по достопримечательностям столицы. Альбина Салгараева, Марат Зайдуллин, ТНВ Казань. Камень за камнем в Раивском Богородицком мужском монастыре выкладывают икону грузинской Божьей Матери. Мастера и художники создают двухметровое произведение полностью из морской гальки. Разместят ее под открытым небом рядом со спуском к воде. Прихожане и гости монастыря смогут к ней прикоснуться в начале сентября. Детали техники мастеров у Альбины Минибаевой. На данном этапе идет выкладка как раз волос у Бога-младенца. Одно из сложных это как раз-таки идет уловить тень-полутень. Камушек за камушком, от самой мелкой гальки до более крупной. Уже неделю в Раивском монастыре создают икону грузинской Божьей Матери. Отчетливо просматриваются священные лики младенца и Богородицы. Несколько мешков гальки уже израсходовано. В основном каспийская. У нее есть несколько оттенков: белый, серый, и мы тоже, и там темно-серый. Мы их распределяем в разные оттенки. Вот из этих цветов что возьмете? Вот из этих бежевый цвет, белый, серый возьмем. Вот в таком. Опять же, мы их будем все промывать и еще смотреть по оттенкам, какие они будут в мокром виде. Отбирается лишь 20% привезенного материала. Порядка 8 часов уходит только, чтобы распределить камешки по цветам. Но и размер имеет значение. Самые мелкие они не подойдут, конечно, их выкладывать будет очень неудобно. Занимает это, можно сказать, весь рабочий день, но с перерывами, иначе это очень утомительно. Это сливки галек. Отобрали порядка 5-6 оттенков от самых вот таких вот светлых до более-менее темных, вот, ну, например, вот таких вот. Именно этим материалом полностью покроют лицевую часть иконы, в том числе и боковую ее сторону. Икона Богородицы семистрельная сделана в этой же технике. Она выставлена в Троицком соборе монастыря. Создавал ее тоже художник Анна Солнечная. После уже пришла идея масштабного проекта. И природный материал должен сыграть на руку. Камень-то природный, оттенки природные, мы их не красим. Поэтому мы решили сделать какую-то большую икону для людей, чтобы люди могли приходить, трогать ее, да, общаться. Анна, руководитель творческого объединения, сами вышли на нас, захотели для Раифа сделать подарок, вот таким вот, сделать какое-то изображение вот таким вот способом. И тут как раз юбилейная дата, и, конечно, все сошлись на том, что нужно делать икону грузинской Божьей Матери. Фундамент под икону уже заложен, по крупицам собирают и сумму для создания проекта. Почти 400 тысяч рублей. Прикоснуться к ней можно будет 4 сентября после крестного хода в честь иконы грузинской Божьей Матери. Альбина Минибаева, Амир Завишев, ТНВ, Зеленодольский район. Не свести денег не будет. На героя нашего следующего сюжета эта поговорка не распространяется. Вильям Сахмадуллин занимается художественным свистом. Благодаря своему таланту о нем узнала вся страна. Интервью под соловьиные трели, наш следующий репортаж.
Это дар от Бога, говорит Вильям Сахмадуллин. Человек с необычным талантом, таких в России больше нет. Родился в селе Зирекленово Шишминского района. В 20 лет он попал в непростую ситуацию. Собаки загнали в угол, пытался позвать на помощь свистом. И так, говорит, обрел голос соловья. Со страха от собак, а кто их призовет порядком? Милиционер. И я пытался, значит, свисток. И пошло. Вот Бог создает ситуацию, а ты уж из нее выходи. Перебирая пластинки, ностальгирует и вспоминает начало карьеры. Выступал и в больших, и в маленьких концертных залах. Стал лауреатом фестиваля «Балкыш» и теперь ездит с концертами вместе с обществом ветеранов. Я собрала о своем супруге альбом, начиная с его детства. И все благодаря ей. Валентина Головушкина, супруга Вильяма Сахмадуллина, с трепетом перебирает совместные фотографии. На протяжении 26 лет поддерживает мужа и восхищается его талантом. Свистит с утра от зари до зари, как сандугач, соловей. Вот. Я залетки соловью, под окном гнездо совью, чтобы он у дома жил, песни мне свои дарил. Вот он и свистит от зари до зари. Учил свистеть даже Максима Галкина. Необычный талант казанского соловья оценила и вся страна. На программе «Старше всех» он получил заслуженную медаль. Вот наша медаль. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня украсили нашу программу. Сейчас в планах Вильяма Сахмадуллина создать свой класс мастерства художественного свиста. Учиться в нем смогут все желающие. Радик Фархулин, Алина Мусина, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Бои рыцарей, игра огня и средневековый футбол. Так на острове Градец-Свияжский сегодня празднует день рождения комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок». В месте, где можно окунуться в прошлое, сегодня гости смогут прикоснуться и к будущему. Одновременно с людьми в доспехах в «Ленивый торжок» приехали художники аквагрима и аниматоры. Об атмосфере средневековья Рамиль Шайдуллин. Большой массивный меч настолько, чтобы приносить урон даже через защиту, но и настолько же затопленный, чтобы ни в коем случае не ранить соперника. День рождения ленивого торжка начинается со средневековых боев, где мужчина в доспехах выясняет, кто же из них настоящий рыцарь. Доспехи достаточно хорошо защищают твое тело. И как бы не очень больно, когда прилетает. Но если туда ударят раза два-три в одно и то же место, тогда уже становится больно и чувствительно. Словом, сегодня это настоящая территория средневековья. Например, здесь можно испытать себя в роли лучника из войска Ивана Грозного, например. Почему нет? 5, 6. Еще раз. 5, 6. Симбиоз старого и современного для того, чтобы это интересно было нынешним детям, нынешнему поколению, и также можно было привлечь и поколение уже более зрелого возраста. Его доспехов складывается таким образом, чтобы не доставлять бойцу дискомфорта. Чем больше людей, которые вот так выглядят, как я, тем интереснее зрители. А вот был ли футбол 5 или 6 веков назад, вопрос спорный, но если бы был, то выглядел бы вот так, с деревянными воротами и на свежей траве. Задача та же – забить гол и идти за кубком полным вкусного напитка. Больше всего пьют чай на травах из самовара с местными травами: душица, мелисса, зверобой, которые мы сами собираем. Пьют компотики домашние со смородиной, у нас сегодня компот, яблоко, ревень и зеленый чай с имбирем. Так ленивый торжок отмечает 7-й день своего рождения, как бы показывая, каким может быть средневековый фестиваль сегодня. Местами динамичный, а местами, как здесь, по-домашнему уютный. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Свияжск. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Вечерний эфир ТНВ продолжит прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших новостей. Модернизация – основа конкурентоспособности и залог эффективности промышленных компаний. Современное производство постоянно развивается, отвечая новым запросам времени. Внедряются новые технологии и новые принципы работы. Повышается эффективность использования ресурсов и человеческого капитала. Казань-Оргсинтез. Непрерывное развитие.
Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости, аналитика, эксклюзив. Реальное время.рф для лиц старше 16 лет. Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Bulg'ar radiosi taqdim etadi. 30 avgust Piramida konsertlar zalida Bulg'ar radiosining bayram konserti. Qatnashchilar Oydar Karimov, Go'zal Urazova, Danir Sabirov, Ilsiya Badreddinova, Venera Ganiyeva, Filiz Qohirov, Rishod Tuhfatullin ham Totar estradasining populyar yulduzlari. Boshlana 18 soatda bayram konsertini rahim etingiz. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой и по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. Успейте заказать в июле со скидкой 20%. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике ожидается спад температур. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность и плюс 25 градусов. На северо-востоке республики в отдельных районах возможен дождь. Там температура воздуха составит плюс 23 градуса. На севере Татарстана облачно до плюс 23. На северо-западе Татарстана ожидается переменная облачность плюс 22 градуса. На юго-западе республики плюс 26 облачно. В центре Татарстана малооблачно, около 24 градусов тепла. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. В Казани будет облачно до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный порывистый. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Магнитное поле Земли спокойное. В Татарстане сохраняется пожароопасная ситуация. Будьте внимательны с огнем. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.